80 лет о его местонахождении ничего не было известно. Жена и дети так и не дождались возвращения бойца домой. Правду о том, где красноармеец 1-го чувашского батальона, которого отправили возводить оборонительные рубежи, сложил голову, узнали лишь правнуки. Оказалось, что все эти годы останки уроженца Янтиковского района Григория Тихонова покоились в Ярославской области. Как удалось найти информацию об удивительной истории, репортаж Вероники Павловой. Это единственная фотография Григория Тихонова. Благодаря снимку внуки и правнуки знают, как выглядит их дедушка с густыми усами и добрыми глазами. И вспоминают, как бабушка Мария Егоровна с трепетом относилась к портрету. В свое время он красовался на самом видном месте. Образ Григория Тихонова встречал каждого, кто заходил в дом. Жена и дети, 2 сына и 2 дочери, так и не дождались его. Где и что с ним случилось, довелось узнать лишь следующему поколению. Для нас сегодня очень-очень знаменательный день. Дети, внуки, правнуки не знали, где похоронен, где он погиб. В 1941 году Григория Тихонова призвали строить оборонительные рубежи в Ярославскую область. Тогда мобилизовали всех мужчин от 40 до 50 лет. В Чувашии было сформировано 3 батальона из 2688 человек. Всех их отправили в Карелию, оттуда они уже пешком добирались до Углича. Спецодежды не было, оборонительные линии приходилось возводить в том, в чем приехали. Тем временем 30-градусные морозы не щадили никого. Наши земляки из 1-го чувашского батальона, 11 человек от болезней, от паралича сердца, от разного физического истощения умерли и были преданы земле около села Сергеевское Угличского района Ярославской области. Среди них был и Григорий Тихонов. Информацию совершенно случайно удалось раздобыть Дмитрию Алексееву. Он тоже с Янтиковского района, но к семье Тихоновых никакого отношения не имеет. Дмитрий искал информацию про своего деда и наткнулся на уникальную статью, которую опубликовали в одном из ярославских СМИ, как чуваши строили оборонительные рубежи. Зацепка оказалась ценной, так и удалось найти без вести пропавших бойцов. На место их захоронения родные съездили в прошлом году, установили обелиск. Оттуда и привезли горстку земли. Событие для родных знаковое. Вот столько людей, 60-70 человек, может даже больше, не пересчитаешь. Все сегодня собрались вместе и уже заново знакомимся. Дедушка с бабушкой дали возможность нам воссоединиться всеми родственниками. Оттого с большим интересом Тихоновы разглядывали древо жизни своей семьи, которую поместили в Турмышской школе. Здесь каждая ветвь важна. Горстку земли с Ярославской области привез и Дмитрий Алексеев и посыпал ее возле памятника, установленного деду Ивану Осипову. С Григорием Тихоновым их не стало в один день. Теперь это известно точно. 20 декабря 1941 года. Вероника Павлова, Алексей Енейкин. Вести Чуваша.